Наверное, какие-то силы нас тоже оберегали, потому что мне приснилась покойная мать моя. И я думал, ну, она пришла за мной. Но оказывается, она пришла наоборот оберегать меня. И мы прошли это все, выдержали. Раньше в горах легче было, но сейчас, наверное, чуть адаптировался. После того, как года два так постоянно к дому привязан был. И так разницы особо сейчас не ощущаю. В городе я так ночью не мог оставаться, потому что там шум или там... Бывало, что допоздна тоже задерживался, когда дела были, но старался побыстрее выехать в Ишеру. Я родился в Ишерах, вырос там, учился и по сегодняшний день тоже проживаю там в отцовском доме. Детство у меня проходило, как у всех, дом, школа, уроки, по деревьям лазили, бесились как могли. И на удивление до 19 лет вообще и в горы не поднимался. И так. Ну, над нами там хребет идет, всегда мечтал туда взобраться, но никогда не получалось. Исторически богатая Ишера ближе к Гумисте, а мы туда ближе к Афону живем, но там мало чего такого есть. Есть там единственная вот Шицквара. Я недавно ее для себя открыл. Очень красивое, уникальное ущелье с каньонами, там полноценный каньонник, там можно так. Саму Ишеру, если так рассматривать, оно богато и с экономической точки зрения тем, что там в советские времена были такие значимые объекты, как нефтебаза, спортбаза, мельзавод, который обслуживал не только Абхазию, за ее пределами тоже. И очень много таких объектов были, военный санаторий, обустраивалась какая-то определенная экономическая какая-то зона, для нее и дороги нужны были соответствующие, и оборудование, там свет. Ну, на селе это, естественно, сказывается. Потом богатые совхозы у нас были, которые не только цитрусами занимались, чаем занималась. Там еще и озера были искусственно созданы, рыбу производили. Ну, такой очень большой спектр занимало в советские времена. Помимо экономической зоны, оно еще и... Я, конечно, уже попозже столкнулся с этим. И исторические моменты там, Крамлехи, Дольмены, замок Озаба. Тоже очень уникальное местечко. Ну, очень большое село и с большим таким прошлым. Ишерское городище, оно одно из таких первых поселений. Я как раз закончил школу и пытался поступить в АГУ, документы уже сдал, и в этот год как раз и началась эта война.
И мы купались на море, и сестры прибегают, говорят, что война началась. И как-то не верилось, что, хотя и был до этого 89-й год, но не верилось, что такое масштабное и затяжное будущее ожидается в Абхазии. Я пытался пойти, но в итоге не воевал я. Нас вывезли, всех детей, там автобус загнали, вывезли в Анухву. Мы там как бы беженцами находились месяца 3, потом чуть успокоилось, вернулись. Попадали под обстрелы, там наш район часто обстреливался из-за того, что там рядом находилась артиллерия. Дома нету, возле которого бы снаряд не взорвался. Пытались не думать о страхе, а как бы попасть на фронт, как бы проявить себя. Почему? Потому что я помню школьные программы Советского Союза, там в нас воспитывали как-то по-другому. Там и Павка Корчагин, там, и мы в школе учась, мы думали, если попадем в такую ситуацию, то как бы проявить себя, там, о смерти не думали. Все-таки каждый год, когда приходишь на памятник, видишь вот этих ребят, погибших, которые отдали свои жизни ради нашего будущего. И, наверное, каждый раз, когда смотрю на эти памятники, я стараюсь в жизни сделать то, что не сделал тогда. Война, когда закончилась, как бы, наверное, ощущал стыд того, что не воевал. Но ты же по году не подходил. Почему стыдиться? Ну, все равно я когда вот сразу после войны, в декабре мне исполнилось 18 лет, я как бы сбежал с дому, пошел в военкомат и записался. И сразу же ушел, как бы, ну, тогда меня записали в артиллерию, попал в артполк. Тогда артиллерией руководил Сланенко Кубахе. И нас привезли, там тогда тоже это все сразу же после войны, там военная часть еще не сделанная была, и мы на Кевасуре рядом с Агу там нас привезли, где штаб был. И мы там находились, и первую же ночь там приехали, минометчики сказали, говорят, там гудаутские ребята, вы с нами едете в Галле. И я там сказал, что я тоже гудаутский, и поехал с ними в Галле. Естественно, родители есть родители, они как бы беспокоятся. Мать приехала в военкомат, говорит, наш сын сюда появлялся. Они говорят, да, он пришел там и в артиллерии. Она ну, от переживания говорит, дайте мне убедиться, что он там. И соединились со штабом, с мэром, меня там искать не стали, меня нет. Я уехал туда, в Галле. И потом мать, естественно, там конфликт устроила, говорит, ребята еще не обстреляны, куда вы их повезли. И вот я помню, Кубахе тогда всех нас вернул, молодых, и поругал, говорит, вы что, без моего ведома, куда вы поехали, зачем вы поехали, да.
Да, но у меня затяжная упертость. Я как бы решу что-то предпринимать, и, к сожалению, у меня не все сразу получается, когда за что-то берусь. И, наверное, рок такое, оно у меня не получается, чтобы я сразу мог что-то решить. К примеру, так возьмем, бывает очень много сбоев. Там когда чуть увидел горы, когда мне это все понравилось, мне захотелось, чтобы и дети могли это видеть. И тогда чуть тяжелые времена были, послевоенные, там конец 90-х. Решил написать проект в школу, где я учился, хотя бы взять их всех собрать и повезти элементарно на Рицу, чтобы показать. И у меня не получилось. И мне стыдно было в село приезжать, потому что я их как бы пробудил, там они уже настроены, и не получилось. И просто я это все говорю из-за того, что насчет упертости. Но я не остановился из-за того, что не получилось. Я пошел, и я вечно благодарен экологии. Роман Саидович Бар, он услышал мою идею, он сказал, что я полностью не смогу этот проект оплатить. Но автобус я оплачу, говорит, а так питание там в селе живете, что-то кто что сможет. Это шик-штих. Когда на какую-то вершину взбираешься и видишь богатство этой природы с этой вершины, широкие панорамы, там как-то за душу даже берет. И сейчас я как бы года два так к дому чуть привязан был. И такое ощущение, что мне что-то не хватает. Ощущаешь какой-то недохваток на душе. Спелеология, когда начала здесь возрождаться, послевоенная, там на ДЗОУ находились спелеологи и сказали, что нужно туда поднять рацию, и когда они попросят вызвать вертолет, и с этой целью отправили туда. И вот в армии как-то научили меня работать с картой, так, вычислителем был. И вот карта тоже очень много помогает. Нужно всегда понимать, что ты в горах. Когда ты куда-то идешь в горах, даже летом, нужно ожидать всего. Нужно оценивать, куда ты идешь. Там нужно оценивать то, что в экстренной ситуации, чтобы у тебя пути отхода были. Там нужно понимать, что и реки могут подняться. И, очень много чего может в горах произойти. Пути отхода, тем более в зимнее время, выходить только на те точки, не переходить перевалы. Почему? Потому что перевал перейдешь, там резко погода ухудшится, то ты можешь не перейти ее обратно. Конечно, как не действует. Это, я думаю, одно из таких основополагающих, которое должен учитывать, тем более местный житель, выходя в горы. Почему? Потому что это все принесено веками. Если бы оно бессмысленно было бы, то оно потерялось бы во времени. А оно, к сожалению, нашему народу пришлось очень много испытать.
за все эти века. И это все как бы в принципе выживания. Я думаю, они необходимы. И если до нас оно дошло, мы не имеем права забыть про них. Мы как-то не хотим ничего ни с чем сравнивать. Это же святыни наши. Там тот же у нас 7 святынь. Одно из них как раз находится между Псху и Аватхара. И сегодня мы как-то недооцениваем все, что вокруг нас происходит. Сегодня смотришь, очень много молодежи в авариях погибает. Ты смотришь, там очень много жути вокруг нас происходит, но мы не смотрим, как бы, жизнь, судьба такая была. Ну а почему это все происходит, мы не вдумываемся, не стараемся понять. Ну, по советским критериям полезный груз считается 15 килограмм. Но бывало, приходилось брать с собой и 50 килограмм. Почему? Потому что сейчас я приду и знаючи горы, знаючи много чего, но без этого снаряжения как-то бессмысленно там буду. Почему? Потому что там есть участки, где без снаряжения не попадешь там, где пострадавший. И приходится с собой брать. И как бы в основном груз еще состоит в том, что как бы чуть-чуть перестраховываешься. Потому что ты не знаешь, что тебя там ожидает. И приходится сверху тоже брать, помимо того, что думаешь, что там понадобится. Потому что там сбой какой-то пойдет, у тебя снаряжения не хватит, и опять сутки назад, сутки потом опять со снаряжением подниматься, и как бы перестраховываемся. И, бывало, и 50 килограмм тоже тащили. Тебя ведет туда то, что там человек, он в более худших ситуациях там находится. И хоть летом там будет очень жарко, но ночью в горах без спального мешка холодно. И когда осознаешь, какая ночевка его ожидает, там не задумываешься. Естественно, устаешь. Я каждый раз, выходя в горы, метров 20-30 пройду, и у меня уже начинается отдышка, но как-то не даю себе расслабляться. Работа на Бзипе, когда была, там как бы оно сложно было тем, что ходили легенды, что Бзип непроходимая река. И я когда попал туда, и мне приходилось решать судьбы студентов, только мне приходилось принимать решения. И связи ни с кем, там, ни телефон, ни рации там не ловили из-за того, что глубокий каньон. И рация у меня была, которая могла с вертолетом только связаться. А вертолет, там нелетные погоды пошли, дожди, реки поднялись. И как-то я думал вывести их туда в горы,
Но из-за того, что у меня не было связи с внешним миром, я не стал рисковать. Почему? Потому что это было время схода лавин, и без вертолета их оттуда вывести живыми всех тоже рискованно было. Сейчас, минуточку, передаю. Здесь ваши дети живы-здоровы. Все, передаю. Алло. Мам, это я. Да. Они довольны. Ну мы, в общем, закончили только сплав. Приедем, ну если завтра сядем на поезд, 1,5 суток. Я жив, все нормально. Мы стоим сейчас на устье Геги и Пшицы, точнее на стрелке. Скоро будем дома, где-то через сутки, через двое. Мы плыли по Бзыпе 4 дня. Даже если я их наверх выведу, там под лавиной, если они погибнут, то скажут, куда и зачем ты шел. И ответственность тоже как бы присутствует за каждую царапинку, за которым бы ты пошел. Они как бы тебя увидели, специалиста нам прислали там с МЧС, и старался долго не думать. Почему? Потому что там такие экстренные ситуации были, что выпрыгивали на катамаранах, там бешеная река, и она разгоняется, там и о скалы бьется, там не раз, не два катамараны ломались. Эти алюминии, они как с печеньки гнулись, сломались там. И даже последняя ночь уже осталась, мы как бы там полян не было где ночевать, и так пристегивались и на скалах там без палаток, под дождем, там кто чем. Наверное, какие-то силы нас тоже оберегали, потому что последнюю ночь мне приснилась покойная мать моя. И я думал, она пришла за мной. Но уже там паниковать, там что-то и другим, что я старался не показать, что в душе какие-то сомнения пошли, но оказывается, она пришла наоборот оберегать меня, и мы прошли это все, выдержали. Ну, в Абхазии сегодня 4 самые глубокие пещеры в мире находятся. Я бывал самое глубокое в Круберо. Бывал в Перчильской, бывал в Нью-Кейве, бывал в Куйбышевской. Снежная, но хотя Круберо самое глубокое в мире, но одна из самых таких сложных считается снежная. Почему? Потому что, чтобы дойти до ее дна и начать полноценные работы, как бы 2 недели нужно спускаться на дно. А Круберо, она за счет того, что, можно сказать, горизонтальная, там за 2 дня можно спуститься на дно и начать работу. Хотя там нужно проходить 3 сифона. Но сложнее считается снежная. Ни один из участников не ожидал, что так масштабно сможем воплотить этот проект в жизнь.
Почему? Потому что там очень много сложностей, и встречались и ожидались, но благодаря Боженьке там, я думаю, на все 100 выложились. Ну, сложности, естественно, тоже бывали, там и срывы бывали, щели улетали. Когда мы находились на Бамбаяште, есть участок, где такой крутой склон, и дорогу там засыпало, ну, дороги нету. Дорога, где была, тоже в склон превратилась. И как бы там, туда, когда шли, когда съезжали, там, ну, из-за резкости спуска мы не заметили, что там разошелся снег. И на скорости, когда я спускался, и залетел в эту щель. А Тенгиз за мной ехал, и я просто побоялся того, что он не увидел, что я туда упал. И думаю, если не остановится, там эти снегоступы. И думаю, въедет сейчас с этими когтями своими на меня. Но он так приостановился. И вот там Тенгиз организовал спас работы, он меня вытаскивал наверх. Он там веревку скинул, вытянул мой рюкзак. У меня тоже была лопата, но мне как-то неудобно было ее вытащить. Если бы я попытался ее вытаскивать свою, то я поехал бы дальше. Отдельный фильм нужно снимать, как снимался этот фильм. Почему? Потому что там ради 10-секундной съемки нужно сутки идти, выбирать позицию, выжидать. И там смотришь, спускаешься, думаешь, там чуть ли не целый фильм можно снять, а выбирается там вот самые такие эффектные моменты. И смотришь, 10 секунд всего отснято. Вышли оттуда. Ну, отвечая на этот вопрос, тяжелее чуть и более ответственнее в пещере, естественно. Я не люблю сниматься на съемке, я как бы согласился с этим всем, чтобы сказать всем нашим гражданам, которые в тяжелую минуту, когда мне тяжело было, все те, кто помогли. Естественно, хочется сказать еще спасибо тем, которые дали возможность видеть горы, научили всему этому. Это Вова Какалия, Киви бедный смыр, Валерий Раифович бедный тоже. Всем им огромное спасибо.